Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня нахожусь в командировке в Москве. Утром принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию регионов. Проводил комиссию заместитель председателя правительства России Хуснуллин Марат Шакирьянович. Были рассмотрены очень важные, я бы сказал, судьбоносные вопросы по трехлетке 22, 23, 24 годы. Все они связаны с финансированием федерального бюджета регионов, в том числе и Республики Коми. Первый вопрос, который был рассмотрен, это параметры федерального бюджета на следующую трехлетку в части межбюджетных трансфертов регионам, в том числе и Республики Коми. Второй вопрос – это распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам Российской Федерации, в том числе и Республики Коми. И третий вопрос – это порядок предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Вот почему я сказал, что это судьбоносно, потому что сегодня докладывал Минфин по всем этим вопросам, и по сути мы сегодня формировали в результате вот этого заслушивания пакет предложений от каждого субъекта. Я тоже дал поручение правительству подготовить наши предложения с тем, чтобы бюджет Республики Коми как можно больше получил и межбюджетных трансфертов, и дополнительных бюджетных кредитов, и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Буквально завтра эти предложения мы передадим в правительство России с тем, чтобы их рассмотрели и по возможности учли. Еще буду докладывать по результатам вот этого рассмотрения, потому что, повторяю, это бюджет на следующую трехлетку, и для республики это крайне важно. Еще о чем хотел бы сегодня вам доложить, уважаемые жители республики, это вот в последние 2 месяца мы с членами правительства, с министрами, с зампредами проехали всю республику, и в каждом муниципалитете на встречах с общественностью, с местными депутатами был вопрос по дальнейшей судьбе концепции твердых коммунальных отходов. Вы знаете, что в 2018 году региональный оператор принял концепцию по захоронению отходов на полигонах. И по сути мы в каждом муниципалитете создали не по одному полигону, и это абсолютно не экологичная концепция, это концепция, которая в дальнейшем потребует от нас огромных денег на утилизацию этих полигонов. И, конечно, я и правительство потребовали от регионального оператора изменить концепцию в сторону экологичности и снижения тарифной составляющей. Эта концепция принята на вооружение во всех развитых странах, где отходы становятся активом, то есть отходы приносят доход, а не расход. Что это значит? Это значит, что нужно отходы принимать в специальные подготовленные помещения, по сути это мини-заводы по утилизации твердых коммунальных отходов, их там сортировать и дальше отсортированные отходы передавать на переработку, если это бумага, то на переработку вторсырья по бумаге и так далее. Пластик, стекло, алюминий в виде банок и всего прочего. И даже пищевые отходы, тоже их сегодня перерабатывают и получают из них вторичный корм для животных, в том числе для собак, для кошек и так далее. Оставшийся хвостик небольшой вот этих твердых коммунальных отходов, он подлежит деструкции, и по сути весь объем твердых коммунальных отходов либо перерабатывается на вторсырье, как вторсырье, либо подвергается деструкции, и тем самым мы не создаем нашим потомкам вот эти огромное количество полигонов. Вот я вам на всех этих встречах говорил, что мы до конца сентября должны с региональным оператором
принять решение и в изменении первоначальной концепции по устройству полигона. Вчера, по моему поручению, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Кузьмичев Игорь Викторович провел такое финальное совещание. Рекоператору дана неделя для того, чтобы он ответил нам, принимает он концепцию или нет. И через неделю уже мы должны дальше двигаться либо вот по новой концепции с этим рекоператором, либо мы должны тогда решать вопрос по замене рекоператора, но вот концепцию по именно сбору и сортировке и утилизации уже в конце года начинать вот, по новой концепции сбор твердых коммунальных отходов. Я держу эту тему на контроле, она очень важная, она крайне актуальная, поэтому буду докладывать вам где-то в ближайшие 10 дней, какое решение вы приняли и как дальше будет вся эта система выстроена. И в заключение, как обычно, эпидобстановка, мы, как я вчера и говорил, мы все-таки по несколько случаев начали рост. У нас опять рост. Сегодня 230 заболевших за сутки коронавирусом. Вчера, вы помните, было 228. Выздоровело немного, 46 человек. Города те же самые у нас, где больше всего болеют. Это Сыктывкар, Ухта, Ижевский район добавился, Усинск. Мы начинаем снова разворачивать дополнительное количество коек. Мы развернули 30 коек дополнительно в инфекционной больнице. На сегодняшний день у нас развернуто 2012 коек, занято 1520 коек. И при этом мы пока не наращиваем, не можем нарастить количество вакцинированных. У нас на сегодняшний день вакцинировано 247 968 человек. При этом у нас очень большой запас вакцины, более 152 тысяч доз. Снова напоминаю о том, что у нас еще есть возможность начать вакцинироваться до резкого подъема осенне-зимних вирусных заболеваний. Я уже неоднократно говорил, что микс, наложение коронавируса и гриппа, это крайне тяжелое осложнение и крайне тяжелое течение заболевания у всех возрастов. Сейчас я даже уже не говорю, что это 65+. Любой возраст, у кого будет такое наложение, в любом возрасте это заболевание будет протекать с очень серьезными осложнениями. Поэтому, уважаемые жители республики, еще раз напоминаю, что нужно записываться и вакцинироваться. На сегодня это вся информация, уважаемые жители республики. Берегите друг друга, будьте здоровы, до следующей встречи.